А новый день как маленькая жизнь, в нем тысячи минут необычайных. Вам нужно только в сердце дверь открыть, а он в ответ откроет свои тайны. В эфире главного национального канала программа «Новый день». Всем желаю вам сегодня доброго утра, отличного дня. В студии работает Катерина Винокурова. Пусть новая неделя обязательно подарит нам только хорошие, добрые новости и отличное настроение. Сегодня 2 ноября, и вот какими памятными датами нам запомнится этот день. Так, в 1721 году царь Петр I принял титул Петра Великого, императора Всероссийского, а Россия стала империей. Родились в этот день последняя царица Египта из македонской династии Птолемеев Клеопатра, а также французская королева, жена Людовика XVI Мария Антуанетта. По народному календарю наступил Артемьев день. Существовало поверье, что человека, рожденного в этот день, защищает мать-волчица. Его считали близким по духу лесным зверям и птицам. Если же в этот день, 2 ноября, родился кто-то из ваших знакомых, близких или друзей, вы традиционно можете поздравить их посредством нашего WhatsApp номера 8 914 279 2262. Ну а далее прогноз погоды на канале НВК Саха. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в центральных Улусах 6 часов утра температура воздуха составила -20, -31 градус. Днем ожидается -13, -22. В Заречье -23, -33 утром, днем -20, -27 градусов. В южных Улусах -20, -24 утром, днем -17, -20. В Вилюйских Улусах -17, -22 утром, днем -10, -15. А в Нижнеленских Улусах -21, -22 утром, днем до -20. В западных Улусах -15, -19, днем -11, -12 градусов. В Колымо-Индигирских Улусах -14, -25 утром, днем -14, -23 градуса. В Янских Улусах -21, -28 утром, днем -21, -26 градусов. В северо-западных Улусах -18, -22 утром, днем -15, -18 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила -29 градусов. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Ветер западный 2,5 метров в секунду. Днем в городе Якутске ожидается -19, -21 градус. Так, далее у нас гороскоп на понедельник, 2 ноября. Покажет он нам ваши стороны сильные. Более подробно с гороскопом мы для каждого знака ознакомимся после выпуска новостей. Доброе утро, уважаемые телезрители! Это новости на канале Якутия-24, в студии Влад Давыдов. С 1 ноября для оформления выплаты на детей с 3 до 7 лет гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия. Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены с 1 января текущего года указом президента. Их получают семьи с низкими доходами. Выплаты начались с 1 июня. Пособие в размере 50% регионального прожиточного минимума для детей можно оформить на портале госуслуг или в МФЦ.
Медицинские и иные работники, оказывающие помощь больным с коронавирусом, а также занимающиеся диагностикой ковид, с ноября начнут получать социальную поддержку в зависимости от количества отработанных смен. Новый порядок, утвержденный премьер-министром Михаилом Мишустиным, принят сразу до конца 2021 года. Он заменит действовавшие до сих пор два постановления, регламентировавшие стимулирующие выплаты. С 1 ноября таким образом выплаты будут производиться ежемесячно по сумме нормативных смен. Врачи, средний и младший медперсонал выездных бригад скорой помощи за смену будут получать 2430, 1215 и 950 рублей соответственно. Их коллегам, работающим в стационарных условиях и патологоанатомических бюро, оплата за смену установлена в 3880, 2430 и 1215 рублей. С 1 ноября крупные торговые сайты-агрегаторы с выручкой более 40 миллионов рублей за прошлый год, использующие наличные расчеты с потребителем, будут обязаны принимать к оплате карту МИР. При этом планируется поэтапное снижение порога выручки. Так, с 1 марта до 30 июня 2021 года включительно под действие закона попадут агрегаторы с объемом выручки, превышающим 30 миллионов рублей, а заключительным этапом станет снижение порога выручки до 20 миллионов рублей с 1 июля 2021 года. Изменения в законодательстве должны привести к тому, что недобросовестные участники рынка, торгующие контрафактом или нелегальной продукцией только за наличную валюту, будут вынуждены уйти с рынка или же изменить свою бизнес-модель. В Якутске появится новый арт-объект. Проект якутянки Лады Евсеевой, посвященный истории родного края, признан лучшим жюри всероссийского конкурса идей новых достопримечательностей под названием «Культурный след». Автор предложила установить каменную стелу, на которой поставили автографы путешественники, ученые, писатели, ссыльные, те, кто проезжал когда-либо или жил в Якутске. Конкурс «Культурный след» был создан для того, чтобы помочь людям сделать что-то значительное, оставить свой след, повлиять на развитие культурной среды в своем городе, создать новое явление культуры, увековечить память незаслуженно забытых людей. Это было желание ощутить, что ты один из тех, кто здесь проезжал. Ну, конечно, в первую очередь направлено на приезжих, но и на горожан тоже. То есть вот эта рамочка, изначально задуманная в проекте для селфи, под надписью «Здесь был», позволяет почувствовать себя, без надписи, да, вандальных, «Здесь был Вася», почувствовать себя как раз одним из этих славных плеяды ученых, путешественников, полярных исследователей, летчиков и так далее, которые здесь побывали. И раз эти люди попали на стену, значит, они действительно что-то сделали для Якутии, Севера, Арктики, России такое, что мы их туда поставили. И, возможно, человек, который стоит в этой рамочке, невольно задумается, что я сделаю для этого города. Попаду я на эту стену через 100-200 лет. Главная цель конкурса – найти реализуемые и интересные идеи и наладить мостик между теми, кто придумывает, и теми, кто воплощает. Конкурс прошел в два этапа. Первый – это защита идей, а второй – это разработка эскиза. Таким образом, эскиз якутянки разработал скульптор из Санкт-Петербурга Владимир Андреев. Весь ноябрь у жителей Якутска будет возможность подарить себе бодрость, а детям добро и реальную помощь. В заведениях Якутска с 1 по 30 ноября можно будет заказать специальный «Добрый кофе», средства от продажи которого кофейни переведут в пользу детей из хосписа. Акция «Добрый кофе» зародилась 1,5 года назад в Петербурге по инициативе благотворительного фонда «Детский хоспис». При участии фонда в Петербурге был открыт первый в России детский хоспис, и сегодня его усилиями продолжается системное развитие паллиативной медпомощи по всей стране. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь на нашем телеканале, будьте всегда в курсе, берегите себя и здоровье. Спасибо коллегам. Мы продолжаем, и далее обещанный гороскоп. На 2 ноября этого года покажет он нам сильные стороны. Отстаивайте свою правду, не подчиняйтесь пессимистам и тем, кто слишком уверен в себе. Тем не менее, не переходите границы в споре, оставайтесь в рамках, и тогда ваше спокойствие победит любых, даже очень вспыльчивых людей. Далее подробный гороскоп для каждого из знаков.
Овны. Споры сегодня это в порядке вещей. Вы будете удовлетворены тем, что вам удастся донести свою точку зрения тем, кто пытался спорить без нужных аргументов. Но не попадите в ловушку нервозной ситуации, потому что оппоненты просто ждут, чтобы попытаться через агрессивность доминировать над вами. Тельцы. Бывают моменты, когда вы заставляете себя не слышать, двигаться дальше, как будто ничего не случилось. Это лучшая реакция на критические моменты, тем более сегодня. Промолчите и отпустите ситуацию, даже если это неправильно, потому что только так можно быстро разрядить обстановку. Близнецы. Небольшие возможности, совсем незначительные вещи порой несут в себе массу позитивного. После того, как вы закончите большую часть откладываемых дел, вы поймете, что больше ничто из них над вами не висит. Сегодня будет правильный день. Ракам сегодня нужен день отдыха, поэтому дайте себе эту передышку прямо сейчас. Вам нужно перезарядить свои батареи, дать отдых телу, разуму, отделитесь насколько сможете от остального мира. Иногда усталость – лучшая причина, чтобы вспомнить о себе, оставляя всех остальных на втором плане. Сегодня только вы, и больше нет никого. Львы, не отступайте от доказательств правды, если чувствуете, что кто-то совершил серьезную ошибку. Да, борьба с ложью и злом непроста, это война нервов, но вы одержите окончательную победу, если преодолеете этот этап недоверия к силе самого себя. Девы. Чтобы сбалансировать тревожную ситуацию, хорошо начать с мелочей. Их много, поэтому шаг за шагом решайте их одну за другой. И если вам удастся удалить из списка большую их часть, вы увидите, что те, которые остаются, кажутся внезапно намного меньше и легче. Весов что-то тревожит, не оставляет в покое. Вы можете поговорить с родителем или со спутником по жизни, чтобы узнать, что за беспокойство без причины. По возможности проведите день спокойно, без лишних переживаний за других. Все обретет баланс, как и должно быть. Скорпионам не надо заглядывать в соседний двор, когда у вас должна быть гордость за собственный двор. У всех, по сути, присутствует своя удача в этом мире с тем, что он знает лучше всего или имеет черты или характер. Поэтому будьте рады, что вы совершенны в чем-то своем. Вы уникальны. Стрельцы получат четкие доказательства дружбы от человека, с которым раньше не ладили. Может быть, даже человека, от которого вы не ожидали таких жестов лояльности. Теперь вы сможете рассчитывать на него как на себя. Козероги, используйте свое творчество с уверенностью и проявляйте смелость изобретать новые и новые решения. Не останавливайтесь на том, что говорят другие, что хорошо, а что плохо. Вы должны осмелиться пройти в область иллюзий, мечтаний, потому что там вы найдете исключительные идеи. Перед водолеями открывается новый D-фильмы – это настоящее будущее, и дальше этих технологий совершенствоваться некуда, то мы спешим вас в этом разубедить. Специалисты работают над реалистичными голограммами животных, которые, вероятно, в будущем заменят зоопарки. Так, в Японии открылся уникальный зоопарк, где животные заменены 7D-проекциями. Голограмма воссоздает все до мельчайших подробностей. Обитателей необычного зоопарка невозможно отличить от настоящих зверей. Воссоздана в деталях и среда обитания. Благодаря компьютерной графике она выглядит намного более естественной и реалистичной, чем привычные вольеры и загоны в зоопарках. Более того, воспроизводятся не только животные, у образов есть свои запахи и звуки. Благодаря этому иллюзию практически невозможно отличить от реальности. Специалисты надеются, что практика виртуальных зоопарков поможет заменить реальных зверей и отказаться от содержания диких животных в неволе. Подобные технологии сегодня также можно увидеть в Объединенных Арабских Эмиратах. А могут ли кошка и собака жить душа в душу? С раннего детства мультфильмы нас учат, что разные животные противостоят друг другу и не могут жить дружно. Кошки гоняются за мышами, собаки за кошками, и мы с юных лет принимаем это за норму. Но люди, которые держат у себя разных зверей, заверяют в обратном.
Примером служит этот котенок. Его вырастили собаки, и теперь он считает себя псом. 3-недельный котенок был найден на улице в очень плохом состоянии, и люди думали, что у него почти нет шансов на выживание. Он был слабым, истощенным, ему все время было холодно, но котенку повезло, и он попал к владельцу собак породы хаски. Они относятся к тому типу собак, которые славятся своей добротой и отзывчивостью. Псы приняли малыша и стали заботиться о нем, как о собственном щенке. Хаски грели его, вылизывали и оберегали. Спустя время малышка, которой дали имя Рози, пошла на поправку и стала частью семьи. Сейчас она взрослая кошка, которая подражает хаски. Она росла вместе с ними, потому повторяет все за своими родителями. Кошка пытается даже лаять, ведет себя бесстрашно, гуляя на поводке вместе с собаками. Ну, конечно, хозяева Рози следят, чтобы ей было тепло на прогулке, и она не столкнулась с чужими собаками. Владельцы собак и кошки завели им аккаунт в Инстаграм, где 500 000 подписчиков сегодня следят за жизнью хаски и их детеныша Рози. На страничке появляются новые снимки и видео забавного семейства. А вся эта история рассказывает о доброте животных и их стремлении спасти ближнего. На этой прекрасной ноте мы уходим, прерываемся на небольшую рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Горячая распродажа холодильников. В Техноторге цены тают. Так, например, холодильник 180 сантиметров за 19 900 рублей. Компания «Денежный поток» предлагает новый займ. Легкий. Теперь ставка от 0,5% в день. Всего по 2 документам. Одобрение за 15 минут. Точки выдачи по всей республике. Наш адрес – улица Дзержинского, 11. Первое крыльцо, 3-й этаж. Все в жизни определяет выбор. Следовать за воображением без оглядки на условности. Формировать круг общения чувствами, а не расчетом. Обращаться к миру на языке музыки и быть понятым. Любить оригинальные решения, видя в них ключ к уникальности. УТУМ Плюс. Всегда больше, чем просто дом. Подайте заявку на технологическое присоединение к электросетям онлайн без очередей через сервис «Личный кабинет Якутскэнерго». Кликните на вкладку «Заявки на технологическое присоединение», заполните пустующие поля, отправьте заявку и получите оформленные документы через личный кабинет. Оцените преимущества удаленного способа подачи заявок. Быстро, просто, безопасно. Мы заботимся о вас и ваших близких. Якутскэнерго. «Алроса» помимо налогов и дивидендов ежегодно выделяет более 10 миллиардов рублей в социальную сферу Якутии. Это новые детские сады, школы, больницы, дворцы культуры, другие социальные объекты. Каждым добытым и реализованным алмазом «Алроса» вкладывает в детство и молодость, поддерживает пенсионеров. Успешная деятельность компании во благо всех якутян. «Алроса» – якутская компания. Добро пожаловать в новый день. Напомню, что президент России Владимир Путин предложил продлить окончание срока действия программы льготной ипотеки с 1 ноября 2020 года по 1 июля 2021 года. Программа действительно очень эффективная, востребованная и показала себя как удачный инструмент антикризисной политики. Прямо сейчас с нами на прямой связи по скайпу специалист отдела управления недвижимостью и реализации программ акционерного общества, специализированный застройщик Республиканского ипотечного агентства Айталина Толбонова. Айталина, доброе утро. Айталина, доброе утро. Айталина, как слышно или не слышно? Так. Попробуем еще раз, Айталина.
Так, по техническим неполадкам, вот уже 90 лет волны якутского радио объединяют всю нашу республику, рассказывая нам самые первые свежие актуальные новости. С сегодняшнего дня мы начнем знакомить вас с нашими коллегами по цеху, с радиовещанием. В наших эфирах вы увидите тех, кого частенько слышите на своих FM-волнах. Уважаемые радиослушатели, работают телефоны прямого эфира 32. 34 года у микрофона. 34 года на пульсе всех главных событий республики. Бархатный голос Юрия Сергеева, обладающего удивительной магией затрагивать все скрытые уголки человеческой души, сегодня узнает каждый. А ведь судьбу его решил случай. На углу кинотеатра «Центральный» стоял газетный киоск. И там я купил программу телерадиопрограмм, и там, значит, прочитал объявление о том, что проводится конкурс дикторов на русском языке, мужской голос. Вот. И я пришел сюда вот, в гостелерадио. Тогда я работал в агропроме. Вот. Сейчас в Министерстве сельского хозяйства, в общем отделе работал. И через неделю, буквально полтора, мне позвонили вот, с радиокомитета. Помню, тогда было очень жарко, душно, много было пожаров, дым такой стоял в городе Якутске, как обычно у нас летом бывает. Ну, я приступил к работе. И вот уже практически 34 года, на будущий год 35 лет будет, как я работаю вот, в НВК «Саха». Сменяются времена, развивается техника, но остается неизменным одно. Ежедневно, ежечасно творческий коллектив находится в поиске интересных идей и материалов для своих слушателей. Юрий Николаевич сегодня является редактором и ведущим информационно-политических программ. Ежедневные прямые эфиры – это будни радиожурналиста. Действительно, в то время техника была не очень такая, скажем, да, по тем меркам современная, но тем не менее эти пленки, эти монтажи, стоя на ногах, часами мы стояли, да, работали, эти наши репортеры. Вот, ну, много были в командировках, приезжали сюда и буквально оперативно делали эти репортажи. Сегодня у нас уже такие миниатюрные диктофоны, магнитофоны уже мы. И наш монтаж мы уже проводим у себя в кабинете, никуда не обращаясь к техникам, а сами вот на компьютере у нас там. И мы действительно уже как-то, как говорится, в течение нескольких минут, может, около часа, ну, любую передачу можем отмонтировать. И я, конечно, очень благодарен своей судьбе, что вот моим наставником, первым учителем была Кривошапкина Бессонова Светлана Михайловна. Она вот до сих пор сейчас на заслуженном отдыхе возглавляет Совет ветеранов НВК «Саха». В этом году Якутское радио отмечает 90-летний юбилей, и сложно представить нашу жизнь без него. Дома и на работе, в машине, в дороге, на отдыхе наш верный спутник – радио НВК «Саха». С юбилеем, дорогие коллеги! Всем нашим ветеранам, чтобы они всегда находились в ряду, не болели в этот сложный период времени, когда пандемия у нас на улице, чтобы держались также мужественно. Вот. А молодым коллегам творческих планов, поисков побольше, да, чтобы наше радио, ее позывные звучали еще много-много лет. А на данный момент в Якутии идет процесс ледообразования. В связи с этим возрастает риск происшествий, связанных с выходом граждан на неокрепший лед. В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах инспекторами состава центра ГИМС регулярно проводится патрулирование и мониторинг водных объектов республики в период ледообразования. Сегодня в нашей студии руководитель отделения номер 2 Центра ГИМС Главного управления МЧС России, старший государственный инспектор по маломерным судам Александр Орлов. Александр, снова доброе утро. Доброе утро. Очень рады видеть вас в нашей студии. Ну, какова толщина льда считается безопасной? Какая толщина? Ну, существует определенная таблица замеров, исходя из которой можно
сопоставить, что для человека безопасная толщина льда составляет от 7 сантиметров. Но тут стоит уточнить, что это не является лед, который образовывается естественным ледообразованием. Это не талые воды, это не лед, который у нас сейчас идет в период ледостава, потому что этот лед ледостава, он тоже считается опасным. В нем очень много трещин и разломов. А вот замеры, они как часто проводятся? Инспекторами ГИМС делаются у нас замеры ежедневно, но делаются они на тех или иных водных объектах, которые требуют более пристального внимания. Это те объекты, по которым, возможно, скоро должны пойти люди, либо уже бегают, там пытаются перейти. И чтобы избежать или контролировать тот или иной водный объект, мы ежедневно сделаем замеры на определенных водных объектах. Ну а в зоне риска кто чаще всего находится? Наверняка это дети, да? Ну, дети, рыбаки. Да, но и самые первые люди, которые у нас появляются на льду, это, конечно, и рыбаки. Это самый тот класс людей, которых, можно сказать, чем угодно, не предупреждая, что им не говори, они всегда будут первые на льду. Но, как правило, эти люди, они более ответственно относятся к этому подходу. Они не просто выходят там со снастями, некоторые уже идут с определенным спасательным инвентарем. Были люди, что выходили на первый лед уже с определенным, грубо говоря, аварийным кейсом, который является плавучим. В случае, даже если он провалится, он останется на плаву благодаря этим кейсам. А что делать, если вот человек провалился? Да? Страшно, конечно, представить, но тем не менее. Какие действия? Ну, если вы стали свидетелем или кто-то из наших зрителей стал свидетелем такого случая, в первую очередь надо незамедлительно позвонить в службу спасения МЧС России. Ну, по номеру 112, его знают все. И четко и прямолинейно сказать, кто вы, где вы, что вы наблюдаете. После этого, в принципе, можете следовать указаниям диспетчера, который будет вам направлять вас в ваши действия. И до приезда той или иной бригады, которая будет вам отправлена, это будет либо служба спасения, либо, опять же, сотрудники ГИМСа. Вариаций много, в зависимости от того, где случилось данное ЧП. И исходя от этого уже надо будет плясать. Там уже у вас остается время на его спасение, либо не спасение, потому что зачастую бывает, что не мешать процессу спасения лучше, чем бежать, сломя голову, спасать человека. А если сам человек провалился? Есть определенная методика, как вылазить. Мы, в принципе, начиная от самого садика, кончая институтами, мы объясняем, что это. Если вы провалились, в первую очередь надо не паниковать, визуально кинуть глазами берег, куда вам надо идти, раскинуть руки, выползти, перекатиться от того места, где вы провалились, встать на ноги, и тут возникает вопрос, куда идти. Идти продолжать маршрут, по которому мы шли, это ни в коем случае не стоит делать, стоит только развернуться и идти обратно. Потому что мы же как-то до этого места дошли, мы знаем, что лед крепкий. Даже несмотря на то, что до берега остается метров 10, лучше вернуться обратно. Обязательно в том же направлении, откуда пришли, да? И бегом в самое теплое место, которое только есть машина, остановка, дом, все что угодно. Останавливайте, кричите, я провалился. Вам помогут. Ну вот если мы спасли человека, да, первая помощь какую необходимо дать? Первая помощь – это максимально доступно поделиться с ним теплой одеждой. Либо дать ему шапку, либо дать ему свою теплую куртку. Максимально его как-нибудь обуть, одеть, чтобы он сохранял в себе теплее. И вместе с ним, ну, это сделать надо так, чтобы самому при этом не замерзнуть. И вместе с ним бежать, опять же, до любого теплого места. И в процессе с этого разговаривать с человеком. И, соответственно, самую главную вещь какую надо греть? Как вы мне скажите? Что? Какую вещь в первую очередь надо отогревать человеку? Не знаю. Голову. В первую очередь голову, да. То бишь нам максимально надо будет сделать так, чтобы голова у человека не замерзла. И окутать ее шарфом, накинуть на нее шапку, либо надеть на него капюшон. Голова – это самое главное. А можно ли как-то на глаз определить, безопасен ли лед человеку обычно? Вот, опять же, мы возвращаемся к нашим 7 сантиметрам. Если мы начнем с вами ломать лед, смотреть, 7 или не 7, там кинули камень, он лед не пробил, значит можно идти. На самом деле это еще усугубляет наш переход по данному льду. Потому что если мы кидаем камни, мы можем и не пробить лед, но тем самым сделать трещины, после которых, наступая на лед, мы можем провалиться. Есть определенные, опять же, методики, это смотреть на цвет льда. Но цвет льда, опять же, зависит от глубины этого места, либо от самого водного объекта, будь то озеро, либо река, либо протока. Все равно я рекомендую настоятельно переходить только там, где есть официальные знаки. Знаки такие будут выставляться, внимание, переход, либо здесь переход возможен. Если стоит знак по льду ходить запрещено, или здесь переход невозможен, ни в коем случае не касайтесь, не идите на этот водный объект. Александр, ваши пожелания нашим телезрителям? В первую очередь объясните своим и своим чадам о том, что переходить в этот период по льду категорически запрещено. И самое главное,
берегите себя от таких происшествий. Спасибо. Надеюсь, ваши рекомендации помогут сохранить нам жизнь нашим детям, и все будет хорошо. Спасибо вам за участие в нашем эфире. Отличного дня, плодотворной работы в вашем нелегком труде. Спасибо. Ну а далее у нас небольшая рекламная пауза. Оставайтесь с нами. Мечтай шире, живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33 13 28. Талант есть у каждого. Тот, кто раскрыл свой талант, счастлив. Ведь он делает окружающий мир лучше. Неважно, чем он занимается. Важно, что он на своем месте и вкладывает в свое дело частичку своей души, творчества и любви. Твой талант тоже ценен. Узнавай свои способности, развивай свои таланты, уверенно шагай в будущее. Розыгрыш 100 тысяч рублей от Аргыс Кредит. Копите деньги на мечту или возьмите деньги на срочные нужды и станьте участником розыгрыша. Купон участника выдается за пополнение или займ за каждые 30 тысяч рублей. Главный приз – 100 тысяч рублей. Подробности по телефону 32 52 00. Осенний ценопад в магазине медтехники «Инфратерм» на бесконтактные термометры, дозаторы, рециркуляторы, а также в наличии трехслойные маски по 4 рубля. «Инфратерм». Петровские ряды. 8 800 250 3901. Звонок бесплатный. Добро пожаловать в новый день, 2 ноября, новая неделя, понедельник, все, чем он нам запомнится и чего от него ждать в свежем выпуске новостей наших коллег. Доброе утро, уважаемые телезрители. Это новости на канале Якутия-24, в студии Влад Давыдов. С 1 ноября для оформления выплаты на детей с 3 до 7 лет гражданам не придется предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Госорганы будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия. Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет введены с 1 января текущего года указом президента. Их получают семьи с низкими доходами. Выплаты начались 1 июня. Пособие в размере 50% регионального прожиточного минимума для детей можно оформить на портале госуслуг или в МФЦ. Медицинские и иные работники, оказывающие помощь больным с коронавирусом, а также занимающиеся диагностикой ковид, с ноября начнут получать социальную поддержку в зависимости от количества отработанных смен. Новый порядок, утвержденный премьер-министром Михаилом Мишустиным, принят сразу до конца 2021 года. Он заменит действовавшие до сих пор 2 постановления, регламентировавшие стимулирующие выплаты. С 1 ноября таким образом выплаты будут производиться ежемесячно по сумме нормативных смен. Врачи, средний и младший медперсонал выездных бригад скорой помощи за смену будут получать 2430, 1215 и 950 рублей соответственно. Их коллегам, работающим в стационарных условиях и патологоанатомических бюро, оплата за смену установлена в 3880, 2430 и 1215 рублей. С 1 ноября крупные торговые сайты-агрегаторы с выручкой более 40 миллионов рублей за прошлый год, использующие наличные расчеты с потребителем, будут обязаны принимать к оплате карту МИР. При этом планируется поэтапное снижение порога выручки. Так, с 1 марта до 30 июня 2021 года включительно под действие закона попадут агрегаторы с объемом выручки, превышающим
30 миллионов рублей, а заключительным этапом станет снижение порога выручки до 20 миллионов рублей с 1 июля 2021 года. Изменения в законодательстве должны привести к тому, что недобросовестные участники рынка, торгующие контрафактом или нелегальной продукцией только за наличную валюту, будут вынуждены уйти с рынка или же изменить свою бизнес-модель. В Якутске появится новый арт-объект. Проект якутянки Лады Евсеевой, посвященный истории родного края, признан лучшим жюри всероссийского конкурса идей новых достопримечательностей под названием «Культурный след». Автор предложила установить каменную стелу, на которой поставили автографы путешественники, ученые, писатели, ссыльные, те, кто проезжал когда-либо или жил в Якутске. Конкурс «Культурный след» был создан для того, чтобы помочь людям сделать что-то значительное, оставить свой след, повлиять на развитие культурной среды в своем городе, создать новое явление культуры, увековечить память незаслуженно забытых людей. Это было желание ощутить, что ты один из тех, кто здесь проезжал. Ну, конечно, в первую очередь направлено на приезжих, но и на горожан тоже. То есть вот эта рамочка, изначально задуманная в проекте для селфи, под надписью «Здесь был», позволяет почувствовать себя, без надписи, да, вандальных, «Здесь был Вася», почувствовать себя как раз одним из этих славных плеяды ученых, путешественников, полярных исследователей, летчиков и так далее, которые здесь побывали. И раз эти люди попали на стену, значит, они действительно что-то сделали для Якутии, Севера, Арктики, России такое, что мы их туда поставили. И, возможно, человек, который стоит в этой рамочке, невольно задумается, что я сделаю для этого города. Попаду я на эту стену через 100-200 лет. Главная цель конкурса – найти реализуемые и интересные идеи и наладить мостик между теми, кто придумывает, и теми, кто воплощает. Конкурс прошел в два этапа. Первый – это защита идей, а второй – это разработка эскиза. Таким образом, эскиз якутянки разработал скульптор из Санкт-Петербурга Владимир Андреев. Весь ноябрь у жителей Якутска будет возможность подарить себе бодрость, а детям добро и реальную помощь. В заведениях Якутска с 1 по 30 ноября можно будет заказать специальный «Добрый кофе», средства от продажи которого кофейни переведут в пользу детей из хосписа. Акция «Добрый кофе» зародилась 1,5 года назад в Петербурге по инициативе благотворительного фонда «Детский хоспис». При участии фонда в Петербурге был открыт первый в России детский хоспис, и сегодня его усилиями продолжается системное развитие паллиативной медпомощи по всей стране. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь на нашем телеканале, будьте всегда в курсе, берегите себя и здоровье. Спасибо коллегам. Мы продолжаем наш эфир. И к этой минуте я рада зачитать сообщения, которые приходят на наш WhatsApp номер. Уже наша постоянная телезрительница, уважаемые наши любимые работники НВК, с добрым утром. Отличного вам рабочего дня желают. Спасибо большое. Также сегодня день рождения празднует Елена Иннокентьевна Слепцова. Ее сердечно поздравляют с полувековым юбилеем. Желают здоровья, долгой счастливой жизни, в объятиях счастливых, радостных детей и внуков. Целуем, твои подруги, город Верхоянск. Такое замечательное поздравление пришло. Мы продолжаем. Прямо сейчас с нами на прямой связи должна быть директор Республиканского центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья города Якутска Зинаида Семеновна Максимова. Зинаида Семеновна, доброе утро. Доброе утро. Слышно хорошо нас? Хорошо. Отлично. Зинаида Семеновна, мы периодически в наших эфирах говорим о деятельности центра, да? Как на сегодня обстоит ситуация? Продолжается ли работа в онлайн-режиме? Как вообще идет работа? Да, конечно, мы все были как бы потерянности весной, когда вот эта пандемия началась.
но стало понятно, что не можем собираться и не можем наши традиционные занятия провести. И быстро мы переделали нашу программу реабилитации. И вот с 19 мая и до сих пор мы проводим дистанционную реабилитацию. И по 2 недели к нам вот записываются, и родители наши, соратники, молодцы, по 120 детей получают дистанционную реабилитацию. Туда мы предусмотрели по возможности практически все занятия, которые мы проводим. Там внизу. Какие уроки проходят в онлайн-режиме? Мы вот как раз сейчас видим кадры, да? Какая-то игровая форма. Да, у нас как-то вот отличить, у нас не уроки, у нас реабилитационные занятия. Да? У нас нет образовательной деятельности, мы обучаем детей и их семьи, как вот социализироваться и жить нормальной жизнью. И идут и также как вот по развитию ребенка, развитие речи, вспомогательное к развитию речи, та же фонетическая ритмика, музыкальная стимуляция, ну и также социально-бытовая адаптация. В день они у нас проходят где-то 6-7 до 8 занятий. Да. Зинаида Семеновна, Зинаида Семеновна, какие у вас планы, да, предстоят? Мы знаем, что вы принимаете участие в форуме «Десятилетие детства». Что планы интересного готовите? Так, и еще я должна рассказывать, мы с 5 октября у нас совсем немножко началась очная реабилитация, где посещают 50 детей ежедневно. Конечно, мы соблюдаем все нормы, которые требуются, потребности времени. Это дистанция, это вот по времени приходят, но там идет у нас чисто медицинская реабилитация, то есть лечебная физкультура, физиотерапия, массаж и все. Так, а по планам, да, конечно, мы не перестаем работать, и у нас планируется в республике грандиозное мероприятие, которое будет отмечать десятилетие детства, как оно прошло, и отдельным кластером пойдет вот ранняя помощь, по которой мы начали уже больше года работаем со всеми улусами. Конечно, вот это нам очень помешало в нашей работе, но тем не менее, вот 4-го мы со своими коллегами с улусов соберемся и будем говорить, как будем в этом кластере все участвовать и как дальше будем работать. Это у нас работа проводится, сейчас вот организовывается Фондом будущих поколений лаборатория детства, где будет 3 направления: это одаренный ребенок, мы с детьми вместе, и вот ранняя помощь. Конечно, вот я давно работаю в реабилитации и очень понимаю, что мы чем раньше начинаем заниматься с любым ребенком, то у нас будут хорошие результаты. И теперь это вот на государственном уровне и на уровне вот общественных организаций оно создано. И очень хорошо, когда вот только ребенок родится, даже если есть какие-то риски, подозрения до родов, то уже мы можем начинать работать с родителями. Зинаида Семеновна, давайте напомним родителям, да, тем, кто нуждается в помощи, как можно записаться в ваш центр. Да, наш центр традиционно мы ничего не меняли. Это через управление социальной защиты можно записаться, и там дадут все наши контакты, как выйти на эту дистанционную реабилитацию. И также вот городских жителей или близлежащих улусов и имеющих возможность можно отправить на эту очную реабилитацию, но там мест очень мало, так как надо соблюдать все меры. И кроме того, еще можно обратиться к педиатрам, участковым педиатрам, где прикреплен ребенок. И по обязательному медстрахованию ребенка тоже отправят к нам на реабилитацию. Зинаида Семеновна, спасибо вам за подключение. Удачи вам в работе. Я думаю, мы еще не раз с вами встретимся в нашем эфире. Отличного вам дня сегодня. Но мы продолжаем. В ритме современной жизни очень важно находить минутку для себя, отдохнуть и перезагрузить свой мозг. Как это сделать, не потратив много сил и времени, мы знаем.
Чем выше скорость движения в современном мире, тем сложнее найти время, чтобы обратить внимание вовнутрь. Как часто в течение дня вы обращаетесь к себе, к своим ощущениям в теле, к чувствам, к творческой части, к своему источнику? Арт-медитация – это медитация, которая создается посредством изобразительного искусства. Многие художники современные, отходя от реалистичных форм окружающего мира, они как бы переходят такое вот, они в поиске эмоций, там, в поиске там, в каких-то квантовых измерениях. И тут они обращаются как раз вот к интуитивному подходу. И многие абстрактные картины как раз так и создаются. Между выполнением домашних работ я как-то брала листочек, там чирикала чего-то, какие-то линии у меня получались. Потом я в этом замечала образы, мне хотелось это закончить, увидеть, что в итоге получится. Я меняла волны мозга, то есть он у меня как бы перенастраивался. За счет этого, говорят же, когда хотите отдохнуть, меняйте свою деятельность. Самая обычная бумага, карандаш и ручка. Материалы, которые найдутся у каждого. Минимум временных и материальных вложений. Вдох-выдох, закрываем глаза, волны мозга переходят в тета-состояние, тут же, мгновенно, и человек ведет карандашом по формату. Чем больше этих каракулей или линий, тем лучше, потому что в поиске образов как бы есть из чего выбирать, есть из чего составлять потом, да. Вот, и примерно я рекомендую вводить карандашом около минуты. Желательно по центру бумаги. Вот, и затем открываем глаза, ищем образы, и уже вот среди этих каракулей находим то, на что вот у нас откликается вообще. Я внедряю данную технику для ребят с целью развить у ребят как вот такой творческий подход, не бояться, и что в творчестве вообще понятия ошибки не существует. 5 минут творческой медитации, и снимется эмоциональное напряжение. Вы вновь готовы покорять мир. Будьте ближе к самому себе. Попробуй продукты на дом с бесплатной доставкой на sbermarket.ru. Более 70 любимых товаров по суперцене. Теперь в Якутске. Сбермаркет. Цены ниже. Доставка бесплатна. Компания «Денежный поток» предлагает новый займ. Легкий. Теперь ставка от 0,5% в день. Всего по 2 документам. Одобрение за 15 минут. Точки выдачи по всей республике. Наш адрес: улица Дзержинского, 11. Первое крыльцо, 3-й этаж. Total Body – это комплексная МРТ головы, тела и суставов. Выявляет мельчайшие анатомические отклонения в организме на самой ранней стадии болезни, когда еще нет никаких симптомов. 634 человека уже прошли это передовое обследование в Якутске. МРТ Total Body. Моя уверенность в завтрашнем дне. Только в Victory Clinic. Ноги прочь! Мы же все пропустим! Куда ты нас тащишь? Теперь у нас и здесь телевизор. Подключите второй телевизор по минимальной цене и смотрите те же каналы, что и на первом. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! Оплатить жилищно-коммунальные услуги можно, не выходя из дома, без комиссий, очередей и касс, в удобное для вас время с помощью онлайн-сервисов, через портал «Электронная ЖКХ», через личный кабинет на официальных сайтах ресурсоснабжающих организаций, через мобильное приложение вашего банка. Помогите оплатить услуги ЖКХ своим родителям, пожилым родственникам. Своевременно оплачивая, мы помогаем обеспечить качество услуг ЖКХ, комфорт и уют в домах. Доброе утро! Мы
мы продолжаем. 4 ноября в России отмечается День народного единства. В связи с этим праздником, как обычно, планируется ряд мероприятий, что нам готовит Дом дружбы народов. И не только об этом расскажет наши сегодняшние гости. Рада представить вам члена правления Ассоциации венков в нашей республике, ведущего методиста по традиционной культуре коренных малочисленных народов Севера Дома дружбы народов имени Кулаковского Анастасию Куличкину. Анастасия, доброе утро. Доброе утро. Какая вы сегодня красивая. С наступающим вас с праздником. Поздравляю. Ну и давайте начнем наш разговор все-таки о деятельности ассоциации. Да? Мы знаем, что она занимается не только возрождением, сохранением языка, но и сохранением культуры, традиций, да? Активно принимает участие в общественно-политической жизни республики. Какие на сегодня стоят задачи у ассоциации? Ну, самое первое, как вы сказали правильно, это сохранение языка и культуры. И вот у нас в рамках вот именно в этом направлении по президентскому гранту, который выиграла наша организация, мы ведем уроки эвенкийского языка для 3 групп, для детской, молодежной и взрослой группы. Также вот у нас будет проводиться в декабре в заочной форме фестиваль эвенкийского эпоса, посвященный юбилеям наших выдающихся тунгусоведов, ученых. Это Анне Николаевне Муреевой. И вот если бы она была бы жива, ей исполнилось бы 90 лет. И 120 лет Глафира Макарьевна Василевич. Это уже российского уровня ученый тунгусовед. И вот у нас ближайшие, ну, скажем так, январь тоже ближайший месяц, тоже будут большие мероприятия, тоже посвященные юбилеям Галины Ивановны Варламовой-Кептуке, вот Пикуновой Зинаиде Николаевне. Это вот наши такие вот именно мероприятия, связанные с языком и культурой. Вообще вот у нас у эвенков есть много творческих коллективов. Вот, и в этом году мы в сентябре съездили в Москву. Вот, и вот я сама руководитель эвенкийского фольклорного ансамбля «Геркелен». И наша молодежная группа, в том числе тоже вот мы поехали, 12 человек, и заняли 1-е место в номинации «Танцевальное искусство». Вообще туда поехали в Москву большой делегацией. Были и эвенский фольклорный ансамбль «Долгунча», они заняли 2-е место, и специальный приз имени Жиркова. С Нижнеколымского района поехали 2 этноисполнителя. Это вот чукчанка Прасковья Кондакова, она стала лауреатом, и Макар Семенович Курилов, юкагир, оленевод. Он занял... Так, сейчас еще раз посмотрю. Он занял 3-е место в номинации «Вокальное творчество». Также наша эвенкийка, старейшина ассоциации Галина Степановна Киригеева, заняла 1-е место. И Соленька, этногруппа «Сигун», руководитель у них Синильга, известная наша этнопевица, они заняли 2-е место. Тоже вот дуэтная номинация по вокалу. Ну, с какими успехами вы вернулись, да, с Москвы? А ежегодно посещаете фестиваль? Ну, этот фестиваль проводится ежегодно. Вообще фестиваль «Кочевья Севера», он проводится в рамках международной выставки ярмарки «Кочевья Севера». Туда ездили тоже наши мастерицы. Они тоже привезли много номинаций, мест. Наша экспозиция Республики Саха заняла специальную номинацию «Экспозиция». Вот. Ну, Анастасия, не могу не спросить, да, какие мероприятия готовит Дом дружбы народов ко Дню народного единства? В каком формате будут проходить мероприятия? Ну, мы все понимаем, что в связи с ситуацией пандемии по коронавирусу у нас все мероприятия будут проходить такой онлайн, да. Или это будет проходить через площадку Zoom, например. Вот у нас будет большая очно-заочная научно-практическая конференция, посвященная Великой Отечественной войне. У нас все-таки год-то, получается, год патриотизма и памяти и славы. Вот туда и получается будет межрегиональная. Будут участвовать не только у нас в Республике Саха-Якутия, но и из других регионов России. И также вы еще можете пока успеть подать заявки, вот буквально сегодня. И кто желает, могут принять участие в конференции. Будут концерты поздравления с участием творческих коллективов не только нашей республики, но также других регионов. Также приглашаем вас всех на этнографический диктант, который можно будет пройти на сайтах. На сайте www.miretno.ru. И в 12 часов 4 ноября прошу всех молодежи присоединиться к молодежной патриотической акции «Россия – это мы».
И у нас вот на сайте Дома дружбы народов уже много информации. У нас вышла уже фотовыставка «Многоликая Якутия». Выйдут вот на днях урок межнационального общения «Россия, Родина моя», урок гражданственности «Подвиг во имя страны. Герои народного ополчения». Ну и также вот в эфире НВК «Саха» тоже будут транслироваться концерты. Анастасия, огромное вам спасибо, что посетили нашу студию. С наступающим вас праздником. Отличного вам дня, хорошего настроения. Спасибо большое. Будем ждать вас снова. С праздником всех вас. А я успеваю зачитать сообщение, которое пришло к нам на WhatsApp. Поздравляем Алену Афанасьевну с 50-летием. Желаем самого доброго, светлого, с наилучшими пожеланиями Лена и Мария из города Среднеколымска. Поздравляем Алену Афанасьевну. Привет Среднеколымску. На этом я с вами прощаюсь. Далее наш эфир продолжит якутский блок. Слово передаю коллегам Пелагее Буртаховой и Алексею Лукину. Ну а с вами увидимся уже завтра. Якутия – это территория великого и непостижимого пространства. Эта первозданная земля влечет человека своими пейзажами и поразительной красотой суровой северной природы. Главным богатством нашей республики являются реки. Это настоящие сокровищницы, затаившие в своих водах многообразие рыб. Федеральный закон о любительском рыболовстве и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации вступил в силу с 1 января 2020 года. Новая трактовка закона регулирует организацию любительского и спортивного рыболовства. Суть закона состоит в том, что рыболовство осуществляется на водных объектах общего пользования гражданами Российской Федерации свободно и бесплатно. На территории Республики Саха-Якутия суточная норма вылова регламентируется правилами рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. На территории республики для каждой группы районов установлена своя суточная норма. Также с 1 января 2020 года в силу вступили правила учета рыболовных сетей и их обязательной поштучной маркировки, которые осуществляют территориальные органы Федерального агентства по рыболовству. Учету подлежат все сетные орудия, используемые для любительского рыболовства в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Запрещается добыча водных биоресурсов с применением сетных орудий добычи в водных объектах рыбохозяйственного значения, за исключением добычи на рыболовных участках, предоставляемых для организации любительского лова, на участках водных объектов, указанных в приложении номер 3 правил рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, и на изолированных Карасевых озерах, не имеющих гидрологической связи с рекой и не предоставленных под рыболовные участки. Вне рыболовных участков запрещается применение сетных орудий. Разрешены только крючковые снасти, спиннинги летние и зимние удочки, закидушки и так далее с общим количеством крючков не более 10 штук у гражданина. С полным списком разрешенных орудий можно ознакомиться в правилах. Реки влияют на все сферы человеческой жизни. Вокруг них история и культура народов республики. В наших силах сберечь реки и их обитателей.